Приветственный сигнал камазиста говорит о том, что несмотря на холод, настроение хорошее и работа кипит. На окраине села Далаково строят новую школу на 720 посадочных мест. Началось все в июне прошлого года, когда определили место и приступили к подготовке основания. На сегодняшний день уже полностью возведен железобетонный каркас здания. На данный момент у нас ведутся работы по укладке стен из кирпича, блоков, перегородок, стен. Завершается кровля. Дальше ведутся работы по устройству подпорных стен, фундаментов, во всех направлениях, части штукатурки. Пока погода позволяет нам вести штукатурную работу, и продолжается у нас и штукатурная работа тоже. Территория, которую отвели под строительство образовательного учреждения, находится на косогорье. Из-за этого строителям пришлось изрядно потрудиться, чтобы убрать почву и расчистить площадку. Эта работа до сих пор ведется, ведь нужно еще подготовить место под футбольное поле, а также будущие игровые и спортивные площадки. Для жителей нижней части села это большой подарок, и скоро им не придется возить детей за 3 километра до ближайшей школы. Безопасности также уделяется особое внимание. Вокруг школы дополнительно возводят подпорные стены для недопущения смещения грунта. Во дворе будут устроены 2 резервуара, по 300 кубов воды в каждом на случай пожара. В самом здании уже провели электричество с соблюдением норм безопасности, предусмотрели вентиляционные отсеки и в дальнейшем установят систему пожаротушения. Что касается условий для учащихся, здесь обещают, что все будет на высшем уровне. Спортзал, актовый зал, читательный зал, библиотека, учебные классы, методические классы, более 200 классов. Вот сейчас в данный момент мы находимся на пищеблок. В пищеблоке холодильные камеры, рыборазделочные, все нормативы, которые включаются в пищеблоке, здесь соблюдены. Школа на 720 мест строится в рамках нацпроекта образования. Здание трехэтажное, и на каждом этапе строительства за качеством выполнения работ следят специалисты управления капитального строительства региона. Какие материалы указаны в проекте, чтобы они соответствовали по сертификатам, естественно, они только и должны применяться. То есть качество в первую очередь. Подрядная организация одна из самых лучших в республике, соответственно, в технике или в рабочих проблем нет у них. Соответственно, работа идет как должна быть. После завершения строительства это будет 4-я по счету школа в селе Далаково. 2 из них построены еще в советское время, и обе перегружены почти в 2 раза, не говоря уже об условиях обучения. Поэтому в новое общеобразовательное заведение пойдут около 300 детей из близлежащих домов. Плюсы для местных жителей на этом не заканчиваются. Задействовано будет очень много людей, имеется в виду и педагогический состав, технический состав, и сторожа, имеется в виду обеспечение рабочих мест. Это имеется жизненно важно для нас, для нашего села и для тех, которые сегодня находятся без работы. Долгие годы детям из этой части села приходится и в дождь, и в снег идти за 3-9 земель, чтобы получить ценные знания. Но ждать осталось недолго. Новую школу обещают сдать в этом году не позднее 1 августа. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.